Добрый вечер. В эфире передача «Открытый вопрос». И будем мы говорить сегодня об одном из самых обсуждаемых и критикуемых частью общества решений правительства и парламента. Это о новом законе об НДС, который был принят под занавес уходящего года и вступил в действие с 1 января 2016 года. У нас в гостях вице-премьер Дмитрий Сериков и советник президента по экономическим вопросам Амиран Лагвилава. Здравствуйте. Новый закон об НДС принят. Власти говорят, что он принят в рамках экономических реформ. Но для начала я бы попросила вас рассказать о том, на простом, доступном языке, что такое НДС, для чего нужен этот закон, в чем прок государства от него. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый день, Елена. На самом деле, хотел начать со следующего. На самом деле, вопрос, правда, очень дискутируется в обществе. Хотелось бы начать с следующего. Налог на добавленную стоимость – это крайне важный налог, который существует не только в Республике Абхазия, он существовал и до 1 января 2016 года, он существовал до этого, но он был немножко в другой форме. И он был немного в искаженной форме, принят еще, по-моему, если память не изменяет, в 90-х годах, по-моему, в 94 году. В той форме, в которой он был принят, тому были ряд причин. В то время Абхазия была совсем, так скажем, в закрытом состоянии, границы все были закрыты. Всем известно, какие были истории, когда мужчина там, с 16 до 60 лет не мог пересекать границу могли пересекать только женщины, и для того, чтобы хоть как-то насытить рынок какими-то товарами, будь то продовольственные или товары народного потребления, вот был принят закон в то время именно в такой форме. Тому и время было таково, что по-другому, наверное, было поступить невозможно, потому что невозможно было заключить ни один прямой, правильный международный контракт. Невозможно было по закону завести ни одну продукцию. Но с тех пор прошло уже более 20 лет. И за это время произошли очень сильные изменения в стране. У нас развился какой-никакой бизнес. У нас появился по абхазским меркам и крупный бизнес, и средний, и мелкий бизнес. Поэтому, на мой взгляд, на наш взгляд, давно назрел момент, когда надо было пересматривать систему налогообложения, и в частности, так называемый пресловутый налог на добавленную стоимость, который за эти 20 лет просто морально устарел. Я объясню причины тому, почему надо было это делать. Очень много было на эту тему сказано, и президентом говорил, с премьер-министром, и другими руководителями республики, что если взять наш весь валовый продукт, то доля налоговых поступлений в Республику Абхазия, он составляет ничтожные цифры, порядка 5-7% от всего совокупного валового продукта, который существует в Республике Абхазия. При этом государственный бюджет, который мы имеем сейчас, в лучшем случае покрывает затраты на текущие расходы нашего государства, а другими словами, по сути, позволяет выплачивать нам зарплату бюджетникам, и то в том размере, в котором нам всем известно. Поэтому, когда рабочая группа еще в начале 2015 года села за написание новой версии закона о налоге на добавленной стоимости, мы все прекрасно понимали, что это будет крайне непопулярная мера, это будет сложной мерой, что в какой-то части каких-то видов товаров введение полноценного налога на добавленную стоимость невозможно, приведет к удорожанию товаров. Поэтому, когда мы его писали, мы предусмотрели большое количество льгот. Особенно это касается социально значимых продуктов. Потом отдельно, я думаю, что... Об этом мы поговорим ниже, да. Поэтому, если сейчас вернуться к нашему государственному бюджету, то всем известно, что на 2/3 наш бюджет состоит из внешней помощи. За это мы благодарны Российской Федерации, но, как вы понимаете, всю жизнь и вечно продолжаться не может. Если не поставим мы во главу угла задачу начать жить по собственным средствам, за счет собственных доходов государства, для того, чтобы платить пенсии, зарплаты людям, для того, чтобы развивать свою экономику и полностью обеспечить себя самостоятельно, мы не можем полноценно говорить о том, что мы независимое государство. Потому что независимое государство мы при условии, что мы экономически в том числе обеспечиваем себя сами. Это без введения этого налога говорить об этом, в принципе, как минимум, весьма проблематично. Потому что если взять весь мировой опыт, я думаю, Миран Надаров добавит меня, я немножко такой экскурс сделаю в мировом масштабе. Во всех развитых странах этот налог присутствует. Если взять историческую справку по текущим цифрам, на всем земном шаре налог на добавленную стоимость отсутствует только в странах, где проживает всего 27 миллионов человек. И при этом, если взять географию этих стран, это страны Ближнего Востока, страны Северной Африки, это те страны, которые живут, в принципе, за счет природной ренты.
То есть, другими словами, живут за счет своих недр и своих ресурсов. Есть ли у правительства расчеты, сколько государство планирует получить от введения в действие нового При закона? формировании бюджета на 2016 год мы, естественно, рассчитывали, какие дополнительные доходы бюджет получит в результате внедрения этого налога, изменения этого налога, то уже в бюджете 2016 года поступление от этого налога запланировано на уровне 1 миллиарда рублей. И когда бюджет принимался в парламенте и подписывался президентом республики, все эти доходы были учтены. Если говорить о том, куда этот миллиард направляется, я думаю, тоже уже много было сказано об этом. Это в первую... Наверное, отдельная тема. Это интересно повторить. Повторить, я в 2 словах скажу, что более трети от этой суммы в размере 360 миллионов, по-моему, если мне память не изменяет, зарезервировано на поддержку малого и среднего предпринимательства. Запланировано в этом году повышение зарплат на уровне 25% госорганам, служащим, бюджетникам в первую очередь. Поэтому, опять же, возвращаясь к первому вашему вопросу, налог на добавленную стоимость крайне важный налог. Ни одна страна в мире развитая без этого налога не существует. Еще раз вернусь, например, есть такие даже факты, что, например, в Евросоюз, я вы знаю, там 27 стран, для того, чтобы стать членом Европейского Союза, не имея этого налога, полноценно работающим, в принципе, претендовать на членство в Европейском Союзе невозможно. Я не говорю о том, чтобы завтра собираемся вступать в Евросоюз, но, на мой взгляд, придумать велосипед и изобретать что-то новое, конечно, было бы хорошо. Но, на мой взгляд, лучше всего использовать это лучшие практики в мировом масштабе. Помимо этого, НДС крайне важный налог. Почему? Потому что это налог, который позволяет отслеживать товарооборот и контролировать ведение бизнеса на каждом этапе. Каким образом это происходит? Происходит следующим образом. На каждом этапе передела, то есть сначала, допустим, привезен песок. Производитель песка в момент реализации песка, облагается налогом на добавленную стоимость. Его купил другой предприниматель. То есть сам песок конечному потребителю не нужен. Купил он его за 100 рублей плюс 10 рублей НДС, то бишь 10 рублей отдал в бюджет. Потом другой предприниматель, купив этот песок, определенным образом его переработав, он, к примеру, использовали производство кирпича. Он его обработал, у него свое предприятие, у него свои люди, он платит свою зарплату. Либо даже не перерабатывая полностью. Да, либо просто пытается перепродать с какой-то маржой. Соответственно, у него появляется добавочная стоимость. Он уже условно продает этот песок переработанный, например, в кирпич за 220 рублей. В момент реализации этого кирпича у него возникает обязательство 20 рублей. Но это не значит, что он отдает в бюджет опять 20 рублей в полном объеме. У него возникает обязательство в размере 20 рублей, но он уже своему поставщику заплатил 10 рублей НДС. Поэтому в момент закрытия баланса, расчет налоговой декларации, происходит такая называемая схема взаимозачета. То есть обязательство перебежено 20 рублей, но он уже 10 рублей отдал поставщику, соответственно, доплачивает он в бюджет только разницу. 20 рублей минус 10. То есть доплачивает еще раз 10 рублей. То есть получается, на каждом этапе передела каждый предприятие или предприниматель, производя какую-то добавленную стоимость, доплачивает формально, получается, только разницу за счет того продукта, который произвел он. Поэтому то есть правительство рассчитывает таким образом вывести абхазский бизнес, сделать абхазский бизнес более прозрачным? Однозначно. Это одна из главных тем. Вторая тема, очень важная, это сложившаяся ситуация при старой версии закона, который действовал до 31 декабря 2015 года. Наши отечественные производители товаров, работ, услуг, они были заведомо в проигрышной ситуации по сравнению с импортерами, то есть с импортом товаров. Потому что с любой стороны завозимый товар, в большинстве своих случаев, если это прямой прозрачный контракт международный, НДС, допустим, взять Российскую Федерацию, при вывозе продукции на территорию Республики Абхазия, либо, допустим, Германии, неважно куда, этот НДС государство не берет. То есть, получается, у нас экономика сложилась такова, что у нас были райские условия для торгово-закупочной деятельности, для перепродажи чего-либо. А для производства было крайне невыгодно и крайне не заинтересован был в развитии производства. Возьмите 20-летний стаж существования Республики Абхазия. У нас практически создано было новых предприятий, производств по пальцам пересчитать можно. По-моему, для меня это является ярким примером того, что предыдущая схема налогообложения, которая существовала в стране, она не работала, не были заинтересованы производители продукции приходить сюда, вкладывать деньги в строительство новых производств, производить продукцию именно на территории Республики Абхазия. Это, я думаю, Амиран что-нибудь добавит? Да, просто в продолжении темы хочу сказать следующее. Вообще изначально вся эта наша налоговая система, которая берет свой отчет с 1994 года, она, безусловно, призвана для того, чтобы администрировать налоги,
весь наш бюджет состоит из республиканского и местных бюджетов, деньги аккумулируются. По сути, мы говорим о том, что государство должно быть опытным менеджером и опытным администратором, то есть аккумулируя деньги и далее распределяя по каким-то необходимым отраслям. Если говорить про эти отрасли, то это прежде всего безопасность нашего государства, это оборона, это здравоохранение, это образование и прочее, прочее, прочее. То есть, когда мы говорим, в принципе, о том, платить налоги или не платить, мы должны понимать, что если мы их не будем оплачивать, то у нас как бы и государства, по сути, наверное, скорее всего, не будет. В данном случае, когда мы говорим о том, что налог НДС, и вы совершенно справедливо заметили, это является лишь первой частью такого большой такой работы, которая будет проведена в самое ближайшее время по выводу абхазской экономики из тени и по построению действительно эффективной, направленной и ориентированной на отечественного производителя экономики в Республике Абхазия. То есть мы постоянно с этим сталкиваемся, да, с разговорами о тех или иных как бы налогах, о величине налога, об эффективности. В этой связи у нас тоже, знаете, есть такая некая, даже я бы сказал бы, обида, когда наши граждане, участники внешнеэкономической деятельности, приобретая группу товаров, либо какие-то там товарные партии, да, не получают НДС к зачету в той же Российской Федерации, получается, что они с удовольствием платят российские НДС, который равен 18%, а в нашей ситуации получается, что у них как бы нет такого большого желания оплачивать наш как бы абхазский НДС. То есть здесь идет речь именно о том, что мы создаем равные условия. Противники НДС говорят о том, что НДС спровоцирует повышение цен на ту группу товаров, которые подпадают под НДС. Как минимум на эти же самые 10%. В итоге спрос на товары понизится. Вы знаете, есть ли расчеты у правительства, у руководства, насколько повысятся цены на эту группу товаров? Я думаю, про расчеты правительства сейчас вам ответит Дмитрий Николаевич. Он как раз же представляет это самое правительство по поводу провоцирования цен. Мы слышим разные разговоры, мы слышим разные цифры. Речь идет и о 10%, и о 20%, и о 25%. Да, как бы прогнозируются разные сценарии, когда будет какой-то, знаете, такой снежный ком образовываться. Я хочу сказать следующее. Если отказаться, в принципе, от всех как бы этих налогов, да, то и скачка цен, наверное, тоже не будет, потому что и покупателей тоже как бы не будет. Потому что мы должны отдавать себе отчет в том, в какой ситуации мы сегодня с вами находимся. Мы, может быть, на Абхазии это не так быстро как бы отражается. Мы говорим о мировом финансовом кризисе, да. То есть вы видите, что происходит у наших соседей, у нашего стратегического партнера Российской Федерации. Вы видите, цена на нефть, цена на валюту, она как бы вырастает. Почему-то у как бы наших оппонентов не вызывает нареканий то, что цена растет благодаря тому, что цена на нефть упала и цена на валюту выросла. Да? То есть товары, даже продуктовые, продовольственная корзина, она так или иначе она поднимается. Цены как бы растут. Ну а касаемо нашего правительства... Дмитрий Николаевич, наверное, я прокомментирую, что, во-первых, наверное, я предвосхищаю вопрос, отвечу, что при разработке закона мы предусмотрели исключить ряд товарных позиций в этом законе, которые не будут попадать по 10% ставка налогообложения. Это было осознанно сделано, потому что, на наш взгляд, есть группа товаров, которые являются крайне социально значимыми, на которых повышение 10% налога вызовет реально очень сильные и негативные влияния. Это с точки зрения потребительской корзины. В первую очередь, как тоже Амиран Адарович озвучил, в рамках действующего закона, который вступил в действие с 1 января, все лекарственные препараты, они освобождены от налога. Поэтому цены, все, что касается лекарственных препаратов, никакого налогообложения нет. Вторая группа товаров, которая освобождена от налогообложения, это продовольственные товары, но не в полном объеме. То есть список уже составлен этих товаров, Список составлен. Да? Он был предоставлен 29 декабря в парламент республики, потому что в рамках действующего закона, вступившего в силу, перечень
продуктов питания, которые освобождаются от налогообложения, ставка 10%, утверждает парламент. Кабинет министров, к сожалению, представил в парламент только 29 декабря, и у наших коллег из депутатского корпуса, естественно, не было пока времени детально с ним знакомиться, изучить, проанализировать, и после этого только принять. Они приняли 29 числа постановление парламента, то, что временно до момента утверждения этого списка товаров вся группа продовольственных товаров налогообложению по новой схеме не подлежит и работает по старой схеме. Поэтому на данный момент, если вдруг где-то произошло подорожание товаров, это никак не связано абсолютно с налогом на добавленную стоимость. Поэтому... Кстати, надо бы предостеречь наших уважаемых сограждан, если вдруг на какую-то группу продовольственных товаров поднимается цена, и вам какие-то недобропорядочные продавцы из числа наших граждан говорят, что это произошло благодаря тому, что ввели новый закон об НДС с 1 января, а ввозном НДС, то это не соответствует действительности. Пожалуйста, будьте бдительны, это касается всех лекарственных средств и всей продовольственной группы товаров. Я еще дополню, есть еще ряд операций, которые они не очень сильно заметны глазу со стороны обычных людей. Также НДС не облагаются банковские операции, связанные с работой нашей платежной системы АПРА. Мы предусмотрели уже на будущее, там ряд страховых операций не облагается, там еще есть перечень такой узкоспециализированный, сейчас я не хочу всех перечислять. Отдельно хотел бы заметить, также не введен с оборота, как по всем другим товарам, налог остался в старой схеме, то бишь разница, это в группе товаров, связанных с горюче-смазочными материалами. То бишь схема работы с НДСом по бензину. Да, этот вопрос он вызвал споры в парламенте. Он вызвал споры в парламенте, потому что есть определенный прорыв, что всем известно, что подорожание стоимости бензина, она ведет в конечном итоге накручивающую инфляцию на другие виды товаров, потому что транспортная составляющая, она велика, весьма велика, особенно в ряде товаров, в конечной стоимости другой продукции. Поэтому мы прежде на данном этапе не стали вводить НДС с оборота, хотя я не буду лукавить, что мы в принципе об этом думаем. Объясню почему. Потому что всем известно, в Абхазии цены на горюче-смазочные материалы регулируются государством. То есть государство по постановлению Кабмина устанавливает цены как на том рынке горюче-смазочных материалов, так и на розничном. И сейчас у нас последняя цена, которая установлена, была установлена 1 октября. Поэтому мы понимаем, насколько это критически важный момент. Мы решили посмотреть, понаблюдать, что происходит с рынком. Поэтому еще раз подытожив, хочу сказать, что лекарственные препараты в принципе не облагаются НДС на данном этапе. Хотя мы в перспективе готовим тоже список по этим лекарственным препаратам. Потому что есть реальные лекарственные препараты социально значимые, которые ни в коем случае надо сдерживать цены на них. А есть лекарственные препараты, такие, допустим, как, не знаю, биологически активные добавки. БАДы, которые не являются, по сути, лекарственными препаратами. Сейчас ситуация... то есть это предмет обсуждения. Это еще обсуждение, мы над этим работаем, чтобы не пороть горячку, извините такое за простецкое выражение, но это тоже в работе есть. Поэтому еще раз повторюсь, лекарственные препараты не облагаются НДС. На данный момент вся группа товаров продуктового характера тоже не облагается НДС, но в ближайшее время парламент будет его рассматривать, этот список. По тому списку, который Кабинет министров представил в парламент для обсуждения, по моей оценке, где-то не менее 80% всех продуктов питания не будет подпадать под налогообложение налогом на добавленную стоимость. Могу гарантированно сказать, что из продуктов питания это все напитки подпадут. Алкогольные и безалкогольные тоже, за исключением тех, которые на детское питание в этом списке есть. Что касается вся молочная продукция не подпадает под действие налогообложения, все овощи не подпадают под действие новой системы налогообложения, мясная продукция, за исключением деликатесов, то бишь колбас и различных мясных деликатесов. Хотел бы отдельно так сакцентировать внимание, что правительство должно думать не о большинстве населения страны. Вот это немножко возвращаясь к первому вашему вопросу. У нас 240 тысяч, 250 тысяч там населения. Бизнесом у нас занимается 10-15 тысяч человек. А при этом на бюджете у нас находится порядка 180 тысяч человек. Это наши пенсионеры. Это хорошо, опять же, спасибо Российской Федерации, которая часть из этих пенсионеров платит пенсии, а часть абхазских пенсионеров, которые не имеют возможности получить российскую пенсию, мы платим свою пенсию, и всем она известна, сколько она ничтожна. Помимо этого бюджетники, то есть 180 тысяч человек у нас сидят на бюджете, и это люди, у которых нет возможности заниматься бизнесом.
Тем не менее, противники закона об НДС говорят о том, что это попытка со стороны государства удушить бизнес, что в условиях кризиса ему и так непросто. И вообще, как государство планирует помогать мелкому и среднему бизнесу? Если вы, позволите. Я вот не совсем согласен с такой формулировкой. Да? Мы вот здесь буквально на протяжении всех этих минут пытались рассказать нашим уважаемым телезрителям, что вот введение этого закона о ввозном НДС, оно позволяет нам сделать следующее. Прежде всего, мы выводим экономику Абхазии из тени. Когда у нас на каждом этапе будет прозрачное, понятное администрирование всех наших налогов, и что позволит, в свою очередь, наполнять наш бюджет, ведь неспроста Дмитрий Николаевич обмолвился, что мы планируем вот эти финансовые средства, которые мы ожидаем получить вследствие введения этого налога о добавленной стоимости, именно инвестировать в наш отечественный бизнес. Прежде всего, мы сразу выравниваем условия для отечественного бизнесмена и для его конкурента из-за границы, прежде всего. Второе, мы таким грамотным, прозрачным администрированием создаем возможности дополнительные для нашего бюджета, что в свою очередь позволило нам запланировать на этот год в счет помощи нашему отечественному предпринимателю выделить, зарезервировать определенные средства на кредиты и так далее, и так далее. Поэтому я боюсь не согласиться. И вообще, я еще перебью вас, вообще какое количество людей, граждан у нас занято в сфере бизнеса? По различным оценкам, на самом деле, у нас со статистикой не все совсем идеально, с определенной долей вероятности. Ошибки, можно сказать следующее. Порядка 4500 предприятий у нас зарегистрировано. Из них работающих порядка 2500. Если говорить про индивидуальных предпринимателей, то у нас их порядка 9000, и из них работающих активно, сдающих отчетности, я имею в виду, порядка 4500. Если мы сравним эти цифры, то мы увидим, что у нас на более чем 60-70 тысяч бюджетников, всего лишь работающих. Если с детьми и пенсионерами, то на 180 с детьми, то на 180 тысяч человек у нас реально получается задействованных в сфере бизнеса не так уж и много, и перекос налицо, потому что на самом деле должно быть наоборот, чтобы экономика работала и развивалась. Я бы добавил, сейчас буквально, когда довелись бюджетные компании, мы анализировали цифры, которые у нас есть в экономике. У нас, как я уже говорил, у нас сложилась очень странная, не странная, я бы сказал, искаженная система экономики. Благодаря той налоговой системе, которая у нас была, о которой я уже говорил, до 1 января, в частности, НДС, у нас в стране не было выгодно производить что-то. У нас была вся налоговая система выставлена таким образом, чтобы выгодно было что-то перепродавать. Я могу сказать ужасающую цифру, на мой взгляд. То есть вы считаете, что это стимулирует местного производителя? Безусловно. Безусловно. Я объясню почему. Я могу сказать статистику. За последние 4-5 лет объем сельхозпроизводства у нас снизился более чем на 30%. Мы перестали производить исконно абхазские продукции. Я думаю, что ни для кого не открою секрет, на рынке у нас сыр сулугун стал быть привозной. Мы начали покупать и завозить дундуковский сыр, который исторически, а он подешевле по цене, по определению. У нас с Северного Кавказа мука кукурузная, из которой мы варим. Даже этого нет. Мы за 10 лет перестали просто себя и фасоль кормить. В том числе. Возьмите сыр. У нас сейчас ряд подсобных хозяйств в селах делали сыр. Кто-то перевозил его на рынок и перепродавал. Да, это был недешевый продукт. Но почему? Потому что он был из натурального молока, 100%. Это был ручной труд, поэтому была высокая себестоимость. И на этом жили ряд сельхозпроизводителей, так скажем, личного подсобного хозяйства. Но у нас теперь на рынок попадает сыр из Краснодарского края, который по определению такому фабричный, с добавками, идет не 100% молока, он завозится по 200-250 рублей за килограмм. Просто такими темпами еще через 2-3 года мы мандарины перестанем производить. Нам будет выгоднее их из Турции завозить или еще откуда-то. Кстати, такие предложения уже неоднократно есть. Поэтому, если мы не изменим систему налогообложения, мы к этому придем. И цифры это показывают, это упрямая вещь.
Цифры не обманешь. 2 плюс 2 равно 4. Я думаю, это всем известно. А если говорить о сообществе бизнес-людей, да, я бы все-таки его разделил на две части. Есть относительно, которые за 10-15 лет последних созданы, так скажем, относительно крупный средний бизнес Республики Абхазии, который имеет прямые договора, которые законно работают, платят налоги. Да, им не нравится этот закон, потому что они понимают, что это приведет к повышению ряда товаров. Но они понимают, что это необходимо. У них риски одни. Я с ними практически со всеми встречаюсь. И завтра у меня будет очередная встреча с представителями крупного бизнеса, который именно занимается завозом товаров народного потребления. Это встреча по инициативе бизнеса бизнесмена, или по вашей инициативе? Были звонки в декабре месяце. Мы сами с ними и по нашей инициативе встречаемся, и они с нами встречаются. Конечно, мы общаемся. А есть вторая категория людей, да, которые занимаются, как они называют, мелким, да, это мелкое предпринимательство. Но не надо забывать об одной простой вещи. Мы не можем сделать равные условия для одних бизнесменов и для других. Система налогообложения должна быть одинакова. Потому что если мы сделаем перекос в сторону крупного бизнеса, то мелкий бизнес умрет. Если мы сделаем перекос, какие-то льготы в сторону мелкого бизнеса, у нас крупное разорится. У нас по большому счету 20 налогоплательщиков, которые наполняют на 70% из бюджета. И понятно, они понимают важность и необходимость этого, но у них риски какие? У них риски того, что придет на границе. Это назовем вещи своими именами. Это риск контрабанды. И с этим мы активно будем бороться. Для того, чтобы не было перекосов. Вот Миран Надарович правильную вещь, на мой взгляд, сказал. То бишь, мы едем в Россию, переплачиваем там 18% НДС. И мы с этим согласны, безропотно. Мы же ничего сделать не можем. И не важно. Но это получается двойное налогообложение. То есть предприниматели должны здесь платить НДС и на территории России. Здесь-то как раз-таки они должны платить. Но они не там они не обязаны его платить. Понимаете, да? То есть повышение грамотности нашего отечественного предпринимателя это тоже как бы часть нашей большой программы. То есть заключение контрактов. Давайте вот просто гипотетически представим себе ситуацию. Есть 5-6 представителей, скажем так, вот этого вот мелкого предпринимательства, да, которые занимаются определенной группой товаров, практически одинаковые. Каждый из них самостоятельно ездит за границу, то есть он, в принципе, осуществляет международную какую-то внешнеэкономическую деятельность. Если эти 5 продавцов, покупателей, предпринимателей объединяются и сообща решают свои эти общие вопросы, заключают один договор, регистрируют его, на территории Российской Федерации они получают НДС к возврату. То есть 16,66% они получают обратно взамен уплаченных 18%. Они еще останутся в плюсе, то есть у них останется еще 6%. Я бы добавил, просто на самом деле есть перекосы. Почему я сказал, что есть мелкий бизнес, есть крупный бизнес. Крупный бизнес всем более-менее понятно. Мелкий бизнес, у нас реально перекосы. У нас люди, которые торгуют на рынке, платят в месяц 360 рублей. То есть это вне зависимости от того, какую прибыль они получают? Не то, что даже прибыль, какой у него оборот, неизвестно. Они не хотят платить даже ввозной НДС. Я понимаю их, нет людей, которые просто так хотят платить налоги. Это понятно, и это объяснимо. Мы готовы слушать, готовы разговаривать, искать какую-то... тоже они должны понять, эти люди, что имея обороты там 500, 700, миллион рублей в месяц, платить в бюджет страны 360 рублей, не получится. Но у них же дети. У них есть пенсионеры, и мы платим учителям для того, чтобы их дети учились в этих школах. Как они думают, что можно ли за 4000 рублей в год как-то содержать систему здравоохранения, обороны и все остальное? Так не бывает. Я вот уже много раз я был в этой студии один раз, мы говорили про другие, про орехи мы с вами говорили. Но не бывает так, когда человек имеет оборот 100 миллионов рублей, а платит бюджет страны 50 тысяч. Так не бывает. То же самое торговая точка, 2 на 2 метра, пусть она будет 3 на 3. Она платит 360 рублей, но через нее может 1 миллион рублей в месяц проходить. И реальная прибыль 200 тысяч. Такое тоже может быть. Понятно, у всех ситуации разные. Поэтому нужно, конечно, изучать вопросы. Но не огульно говорить, отмените закон. Это неправильно. В принципе, неверно. И вернуться к подорожанию цены. Как я уже сказал, что какие группы товаров в принципе не должны дорожать, что связано с налогом. То же самое и, на мой взгляд, ряд товаров промышленного производства не должны подорожать в принципе. Я объясню почему. Потому что многие знают, да, о том, что наша маржа у наших продавцов на ту самую одежду, если зайти на сайт в Турцию, на сайте турецкого производителя, стоит какая-нибудь вещь,
она стоит 100 рублей. Но если мы заходим в свой магазин у нас, это же вещь стоит в 2 раза дороже, а то и в 3. Поэтому введение 10% налога, это в лучшем случае снизит их маржинальность. Поэтому, конечно, есть ряд товаров, которые работают на 10-15% маржинальной накрутности, у них приходится поднимать цены. А есть ряд товаров, которые не являются предметом первой необходимости. Я понимаю их озабоченность. Они боятся, что они просто поднимут цену на 10%. То просто спрос да, я понимаю. Есть опасение такое, но люди тоже должны понимать. У нас есть 180 тысяч людей, которые не занимаются бизнесом и не могут в силу определенных причин. Это школьники, пенсионеры и люди, занимающиеся в бюджетной сфере. Закон работает вот уже сколько дней сегодня? 18 дней, да. Как он работает? Есть ли такие мысли его доработать, что-то переделать, что-то? Знаете, любой потому закон что предприниматели тоже так же говорят, и многие часть экспертов говорит о том, что закон сырой, что его нужно дорабатывать. Знаете, на это скажу... Понятно, чтобы делать анализ, времени еще прошло очень мало, я но тем не менее. Я риторически отвечу. На мой взгляд, законы, в принципе, это законы, но они, в принципе, имеют место к изменению. И, соответственно, на мой взгляд, закон не сырой. Я в этом глубоко убежден. Я считаю, что это один из лучших законов, которые есть сейчас в действующих законах Республики Абхазия. И раз он вызвал такую бурю дискуссий и эмоций. Я, например, считаю, что наоборот, значит, закон правильный, и он не сырой, потому что и появились, кто-то с ним согласен, да, большинство нет. Потому что, как я уже говорил, любой человек не хочет лишаться части своего дохода. Это по определению. Так по-другому не бывает. Но также я хочу сказать, что, естественно, мы, все, кто работали в этой группе и парламент, могли что-то упустить. Вот я, например, лично звонили мне бизнесмены, вот перечень продуктов мы забыли включить сгущенку и детское питание. Это было естественной ошибкой, когда бизнесмены позвонили, сказали, вообще вопросов нету. Естественно, что-то может, да хоть каждый квартал, если парламент поддерживает, мы можем вносить какие-то изменения, но они должны быть для всех едины, для всей страны, для всех налогоплательщиков, они должны быть правильные, выверенные. Поэтому не бывает так, что все идеально. Да, когда просто говорят про законы и про сырые законы, хочется сказать следующее. Законы пишут люди, а люди несовершенны, безусловно. Но если сравнивать все предыдущие наши какие-то поползновения и все наши желания как-то изменить ситуацию, то я полностью соглашусь с Дмитрием Николаевичем. Да, я считаю, что этот закон – это лучшее, что есть у нас на сегодняшний день. Где первый раз, когда мы говорим о нашем новом бюджете на 2016 год, и мы без всякой ложной скромности говорим, что это впервые у нас нами был принят бюджет развития в Абхазии. Первый шаг, где были заложены уже зарезервированные финансовые средства на развитие нашей абхазской экономики. Да, то есть нам действительно приходится в условиях нынешнего финансового кризиса лавировать между тем, что у нас порой, чего уж там греха таить, не хватает денег на заработную плату нашим бюджетникам, да, потому что мировая конъюнктура и мировой финансовый кризис так вот распорядились. И вместе с тем мы пытаемся принимать законы, мы их принимаем, и мы закладываем и резервируем какие-то финансовые средства, хотя нам действительно не хватает денег. Да, во всех развитых странах НДС платят все, об этом вы тоже говорили, и это является не только источником пополнения бюджета, но и контролем за операциями, за контролем товарооборота. Конечно. Но как государство будет контролировать товары, подпадающие под льготное налогообложение? Нет, это все просто. В законе прописано жесткий, вот пока он не утвержден, перечень продуктов питания, там будет черным по белому прописано. Есть коды ТНВ, есть сборник кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, который во всех странах мира существует, и у нас он есть. Каждый товар, по каждый код будет прописан, который подпадает под налогообложение, который нет. В чем преимущество? Я говорю, как государство будет контролировать? То есть, вот, когда товар попадает на территорию Республики Абхазия, оформляется грузовая таможенно-транспортная декларация, где прописан код, товар, какой произведен, какой налог оплачен. И вот эта ДТД, она должна сопровождать на каждом этапе перепродажи этого товара вплоть до розничной сети. Когда налоговый инспектор придет и скажет, вот у вас оборот такой-то, вы продали такую-то продукцию. Он банально будет в первый момент считать, вот у вас 10%, вот я беру ваш оборот, делю на 11, вот он 10%. Он скажет, нет, там у меня входящий, будет все показывать. Для того, чтобы доказать, по какой цене он купил,
и какого НДС заплатил своему поставщику, он должен будет вынужден показать товарную накладную от своего поставщика-оптовика. А сейчас нам этого не нужно. Иными словами, я просто поясню. Если мы говорим о тех группах товаров, которые, о тех группах товаров, которые выпадают из вот этого как бы нашего нового закона, это не означает, что когда эти товары будут появляться и все сопроводительные документы будут как бы рваться на месте, и они не будут учитываться. Они, безусловно, будут учитываться. И любой гражданин, который будет заниматься торговлей этими как бы конкретными товарами, которые не будут облагаться НДС, ведь мы с вами говорили, что есть разные случаи. Есть как бы товары, которые не облагаются в принципе, и есть те товары, которых будет ставка 0. Да? Вот именно это и будет служить дополнительным как бы стимулом и возможностью контролировать на всех этапах как бы прохождения всех этих товаров, что в конечном итоге нам позволит вывести экономику из тени. Я еще озвучу одно мнение по поводу НДС. Вот в прошлом году, с 1 января 2015 года, вступило в действие соглашение о режиме беспошлинной торговли между Абхазией и Россией, и бюджет Абхазии стал терять определенную прибыль. И есть такое мнение, что НДС — это попытка компенсировать вот эти потери. Да нет, я бы не сказал, что это попытка. Да, буквально, вот вы знаете, у нас вот не так давно проходил экономический форум, да, и наши российские коллеги, несколько из наших российских коллег, да, кивали нам вот на вот эти вот наши наработки по закону о ввозном НДС, и они нам это, скажем так, нас так мягко покритиковали, да, и попросили повременить с принятием этого закона, дескать, потому что вот вы торгуете с Российской Федерацией, у вас такой большой оборот, а это вызовет какие-то повышения цен и прочее, всякое недовольство. На что мы нашим как бы коллегам возразили, ведь вы же точно так же торгуете с Абхазией нашими продовольственными и иными товарами. Можете ли вы отменить ваш ввозной НДС в размере 18% на наши товары? На орех, мандарин. Они сказали, ни в коем случае. Мы этого сделать не можем. Это тот закон, который вообще в принципе не обсуждается никогда. Это автоматически просто при пересечении щелк, и туда падает 18%. Поэтому ни одно государство мира, к сожалению, какие бы торговые, не знаю, стратегические договоры мы не заключали, НДС — это тот верхний налог потребления, который никто отменять, к сожалению, никогда и нигде не будет. Режиссер показывает, что наше время истекает. Я бы хотела, чтобы вы подвели итоги нашего разговора. Подвели итоги, если позволите. Я понимаю, что это закон крайне непопулярный. И он на самом деле вызывает бурю эмоций и бурю недовольства у ряда представителей нашей республики. Но я хочу, чтобы люди поняли, что правительство работает сейчас не на какие-то группы интереса каких-то взятых людей. Мы работаем на абсолютное большинство нашей страны. Тех людей, которые живут ежедневно, и многие из них просто живут, в лучшем случае, от зарплаты до зарплаты, того хуже еще и просто беря в долг у кого-то. Еще раз говорю, мы сейчас в первую очередь думаем, бизнесменов мы не хотим зажимать, и ни в коем случае не собираемся это делать. Но я хочу, чтобы эти бизнесмены тоже поняли, что если они не будут платить налоги в полном объеме, последствия, и говорит о том, что будет через 3-5 лет, я не берусь, я не Нострадамус, но особенно в свете этого кризиса. Потому что кризис, на мой взгляд, в принципе, для любой системы он полезен. Кризис позволяет очищаться системе. И я думаю, что все прекрасно видят, что в Российской Федерации происходит. Там ситуация крайне тяжелая. Но кризис, как в частном бизнесе, как на государственном, это время, когда система самоочищается. И система, когда именно в такие моменты происходят, наверное, самые необходимые реформы, самые нужные. Потому что когда все хорошо вроде, да, если вспомнить 10-12 год, когда у нас там забрасывали нас деньгами лились, да. И что мы в итоге имеем? Мы проели эти деньги и остались у разбитого корыта, как я уже говорил, у нас сельхозпроизводство снизилось на более чем на 30%. Потому что такое потребительское отношение к экономике, что вечно кто-то будет... Нет, мы должны начать работать сами и зарабатывать. А налоговая система — это система в государстве, которая осуществляет перераспределение доходов со стороны, там, скажем, более обеспеченных людей в сторону людей, которые не могут физически себе позволить заниматься бизнесом. Есть старшее поколение, у них пенсия 1000 рублей. Мы должны что-то с этим делать. Поэтому это на самом деле крайне важный закон. Крайне важный закон.
Если он не начнет работать в полную силу, если мы не закроем все дырки на границе, если мы не перестанем заниматься контрабандой, нам будет трудно что-то изменить в этой стране. Поэтому я хотел бы, чтобы люди отнеслись к этим с пониманием. И, наверное, все-таки не зря говорят, цыплят по осени считают. Да? Поэтому правда тяжело, правда непопулярно. Ряд товаров подорожает на 10-11%. Это правда так. Но по-другому мы ничего не исправим. Да, мы можем засунуть голову в песок, сделать вид, что мы ничего не будем делать, да пусть оно так и останется. Но это тупиковый путь. Этот путь ни к чему не приведет. Поэтому, не знаю, для меня, для того, что я пришел сюда на эфир, на котором мы с того вторника собирались, да, для меня это главный посыл, который я хочу, чтобы услышали люди. Мы должны начать перестраивать страну, мы должны создавать налоговую систему, бизнесмены должны понять, что они должны платить налоги. Это главное, наверное, что бы я хотел, чтобы люди от меня услышали. Хорошо, я в свою очередь хочу сказать следующее. Мы, к сожалению, немножко были ограничены во времени, но если говорить... Или к радости. Да, или к радости, да. Я бы еще хотел сказать о том, с чем нам приходится сталкиваться, да. Мы зачастую слышим мнение, и мы знаем, что это правда, да, что наш отечественный бизнес подвергается излишним проверкам. Огромное количество проверяющих органов и прочее, прочее, прочее. Хочу сказать следующее. Президент это уже неоднократно озвучивал, и у нас есть четкое понимание того, что мы сведем к минимуму всевозможные проверки. Наша налоговая система, она в принципе уже крайне либеральна, да, и сейчас была недавно создана рабочая группа под руководством Дмитрия Николаевича, которая призвана представить предложение по сокращению количества налогов в Республике Абхазия. Я думаю, что мы выйдем на крайне простую, понятную, эффективную налоговую систему, когда каждый участник экономической деятельности будет понимать, что ему грозит, какие налоги он должен заплатить, как он должен с ними работать и прочее, прочее, прочее. И еще раз говорю, самое главное, что бы я хотел, обращаясь к нашим налогоплательщикам, мы снизим количество ненужных и вредных проверок. То самое давление на отечественный бизнес. А все, что мы делаем, еще раз хочу подчеркнуть, мы действительно хотим построить эффективную, понятную, собственно, национально ориентированную абхазскую экономику. Я бы еще буквально 10 секунд. Я недавно прочитал слова Маргарет Тэтчер. Я, наверное, в этой фразе очень все сказано. На самом деле нет понятия, чтобы люди поняли, нет понятия государственных денег. Мы их не печатаем. Есть понятие деньги налогоплательщиков. Сколько налогоплательщики заплатят денег в бюджет, столько будет денег для того, чтобы дать их другим людям. Поэтому я бы хотел, что, наверное, это очень хорошая фраза, я недавно ее узнал, она мне очень понравилась. Нет понятия государственных денег. Это деньги налогоплательщиков. Я понимаю, что многие могут сказать, что мы вам эти деньги даем, а потом они неизвестно куда уходят. Поверьте мне, я не могу сейчас говорить за всех, но сейчас с теми коллегами, которые общаюсь, люди по 14 часов работают для того, чтобы попытаться что-то изменить. Я просто хочу, чтобы люди поверили, что на самом деле эти налоги нужны стране для того, чтобы их направить на благую цель, на развитие нашего государства. Ну что ж, на цитате Маргарет Тэтчер будем завершать наш разговор. Спасибо, что пришли к нам в студию и озвучили свою позицию. Уважаемые телезрители, вы смотрели «Открытый вопрос». У нас в гостях были вице-премьер Дмитрий Сериков и советник президента по экономическим вопросам Амиран Лагвилава. Мы говорили о новом законе об НДС. До свидания.